Привет, ребята! И снова с вами передача «Новости за школьной партой». Ура! Каникулы! Такими словами хочется начать наш выпуск. Вот и наступило лето, и мы знаем точно, что впереди у нас много всего интересного. А пока вспомним, как мы заканчивали учебный год и весело отметили первый день лета. В этом году для 214 выпускников 11 классов прозвенел последний звонок. Красочные представления прошли во всех школах Канаша. Выпускной отметили не только старшеклассники, но и 4 классы. Для них этот праздник считается особенным, так как они прощаются со своим первым учителем, но не прощаются со школой. А праздники в нашем сюжете. В красиво украшенном зале сегодня чествуют выпускников 4 классов 5 школы. Оканчивая начальную школу, они говорят до свидания своим первым учителям. Целых 3 класса в этом году готовятся перейти уже в среднее звено. У этих ребят с учебой все в порядке, о чем свидетельствуют награды, которые они получили в течение учебного года. А сегодня похвальных грамот за отличную учебу удостоились еще 13 учеников. Директор школы Анатолий Альмудинов отметил, что с этого дня на ребят ложится большая ответственность к учебе. Желаю вам здоровья, желаю семейного благополучия, счастья, чтобы детские голоса всегда звучали в вашей семье, чтобы вас радовали дети и никогда не огорчали. Потому что дружная семья – это всегда благополучные дети. К празднику ученики готовились очень тщательно. Репетировали танцы, смешные сценки, учили стихи и поздравления. Альбина Васильевна меня спрашивает: Данил, кто за тебя домашнее задание сделал? А я отвечаю: не знаю, я рано лег спать. 4 Б показал зажигательный танец, который особенно понравился учителям и родителям, которые пришли их поддержать. Классные руководители пожелали новых побед в большом океане знаний. Вы подросли и переходите в среднее звено. Желаю вам больших успехов в путешествии по морю знаний. Удачи и вам, и уважаемым родителям. Праздник продолжился уже в классах. Хорошистам и активным родителям были вручены благодарности. Сладкий подарок стал лучшим завершением выпускного вечера. Роман Константинов и Вениамин Григорьев для новостей за школьной партой. В этом году с учебой ребята справились на отлично. Много призеров и победителей олимпиад. Но и в творчестве они проявили себя как настоящие мастера. Учебный год воспитанники Дома детского творчества закончили большим отчетным концертом. Свои умения и таланты дети показали на выступлении, длившемся более 2 часов. По доброй традиции отчетный концерт собирает в себя выступления всех отделений Дома творчества. Ребята свои кружки посещают с большим удовольствием. Умения, которые они получили в течение года, с удовольствием показали на большой сцене городского дворца культуры. Как утверждают многие, надо очень поверить в мечту, чтобы она действительно осуществилась. Мечтать – это здорово, ведь именно благодаря мечте в нашем мире происходят удивительные вещи. Из года в год каждый желающий получает знания в вокальном, инструментальном и танцевальном направлениях. С ними занимаются лучшие педагоги. Их мастерство с большим успехом демонстрировалось сегодня. Поддержать артистов пришло большое количество зрителей. Мамы, папы, бабушки и даже школьные товарищи. Еще стоит отметить, что кроме самих номеров, коллективы удивляли яркими костюмами. Таким образом, они передавали основной посыл творческого номера. Порядка 30 выступлений не оставили зал равнодушным. Сотрудники железной дороги провели месячник под названием «Безопасные каникулы». Интеллектуальная игра «Сокровища затерянной железной дороги» прошла на базе 3-й школы. Старшеклассники в форме игры отвечали на тематические вопросы. О целях мероприятия расскажет Карина Александрова. С 29 апреля по 31 мая на Горьковской железной дороге проводится месячник «Безопасные каникулы». Его цель – напомнить школьникам в преддверии летних каникул правила безопасного поведения при нахождении на железнодорожных объектах. В ходе месячника «Безопасные каникулы» проходят совместно с транспортной полицией рейды на станциях и перегонах по выявлению подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге. Также для детей и подростков проводится конкурс рисунка по безопасному поведению
проведению на железнодорожном транспорте «Береги свою жизнь». Традиционно в период проведения месячника железнодорожники активизируют разъяснительную работу с несовершеннолетними. В первую очередь разъяснительной и профилактической работой будут охвачены учебные заведения и учреждения дополнительного образования детей, расположенные вблизи железной дороги, учащиеся которых ежедневно пересекают пути по дороге на занятия и домой. Карина Александрова, Елена Блацева для новостей за школьной партой. 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. В первый день лета главные торжества прошли в городском парке. Детские улыбки и звонкий смех стали самым настоящим украшением праздника. Праздник «Волшебный мир детства» объединил в себе и показ мультфильмов, и мастер-классы, и многое другое. Наконец-то наступило лето. Все дети очень долго ждали этой замечательной поры. А почему? Потому что вновь наступили самые долгие, веселые, долгожданные летние каникулы. Ребята старались в конце четверти хорошо закончить ее и уйти отдыхать. Свой первый день лета дети смогли отпраздновать в городском парке культуры, где было много всего интересного. Разной величины батуты, аттракционы, мороженое и даже мини-библиотека в парке. На выходе из парка дети смогли взять мел и нарисовать на асфальте яркие, запоминающиеся рисунки. Взрослые отметили, что фантазия у детей бурная, и рисунки получились очень красивыми. Самым главным стал концерт, проходивший на большой сцене, с которым много творческих коллективов и солистов нашего города смогли подарить веселый праздник. Ну а мы смогли пообщаться не только с детьми, но и с родителями. Обязательно крепкого здоровья, позитивного настроения, веселья как можно больше. И чтобы их детство ничем не огорчалось, чтобы взрослые люди тоже понимали, что они детки и разрешали им баловаться. Это действительно праздничный день, день улыбок, счастья. И поэтому мы сегодня с детьми, родители вместе за ручку пришли, чтобы поддержать детей и чтобы подарить праздник и им, и себе. Я рада, что сегодня такой праздник. Поздравляем всех детей с Днем защиты детей. Пусть они будут счастливы, пусть у них будет праздник всегда в жизни. Пусть чистое небо над головой мирное будет. И солнце всегда светит для них. Праздник был интересным, необычным. И многим этот день запомнился надолго. На этом наши школьные новости заканчиваются, и мы говорим вам до скорых встреч. Увидимся в новом учебном году. Проводите время с пользой. Играйте в футбол и не забывайте читать книжки. Пока. Пока-пока.